izge kadretle izge ölümsüz bizni yarlıka. Ходай без негнектан таза, iya bez kanuninan yazganı bez nekiçi. İlgez paşa ala bez mesitke igele başarı. Miskinarning janarında kurtarır. Alarning janarın malga berinüden, kendisizlikten sakla. Все языцы восклиците руками, воскликните Богу гласом радования. Молимся, владычице секретаря, якогда избавимся всякого состояния, немного всяких болезней, и верно свободе, священному Твоему покрову прилегающий. В мире всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение всех Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашем святейшем Патриархе Кирилле, честном пресвитерстве, во Христе диаконстве, всем причте люди, Господу помолимся. Человеколюбче, милостью Твоим, Богом на рабов Твоих, услыши моление наше с верой приносимое, яко сам реголосися, рекомающийся, просите, веруйте, яко примите, и будет вам, и паки просите, даст вам. Тебе спасенным бытие, здесь не сходя к немощи нашего естества, приближающий нас и сильную святами Твою Духу благодатью, утешающий спасительную веру и совершенную надежду вечных благ, и руководствует радостью в горне Сион, соблюдающий эту зеницу Бога, исповедуем, Господи, великое Твое беспреславное человеколюбие, милосердие. Чтобы естества явился Еси, Отцем прославлен, уневечен Христос, священ Духом Святым. Пресветлое мученическое воинство, Тебе под тысячелетней исповедует Святая Церковь, Отца непостижимого величества, чести, и по избавлению приемля человека, не возгнушался Иси девического чрева, Ты отдалек смерти жалу, от верности верующим Царство Небесное. То есть этим самым мы показываем, что вера православная – это вера вселенская, и по сути Бог призывает все народы, какие только существуют на земле, Он призывает к познанию истины, и как написано в Писании, что все народы придут и поклонятся пред Тобой. И это подчеркивается, мы верим, что так или иначе, но в ходе истории, мировой истории, так или иначе, но каждый народ, он придет к познанию истины, познанию истины Святой Троицы и прославит Господа Иисуса Христа, обратятся к Нему все народы. Эта истина, она сказана в Писании. И так или иначе, какие бы сейчас ни существовали религии, и какие бы вероисповедания существовали, конфессии, но так или иначе истина Христова, она восторжествует. И все народы действительно познают, что Господь Иисус Христос – это действительно тот самый обетованный Мессия, Спаситель рода человеческого, который, собственно, все для нас сделал. И то есть, это просто вопрос времени, когда это осуществится. Мы верим и надеемся, что народы, они обратятся к познанию истины и
То есть мы делаем со своей стороны то, что можем делать, а Господь, Он уже как-то иначе, Он уже как-то, исходя из наших действий, промыслительно действует и на наших ближних, и в дальнейшем своим промыслом управляет к тому, чтобы все народы так или иначе услышали проповедь Евангелия и определились в отношении ко Христу, вот свои отношения определили. И, конечно, мы верим, что те люди, которые они предназначены, те люди, которые предуставлены промыслом Божьим к принятию истины Христовой, они, конечно, в сердца их откликнутся и они обратятся к истине Христовой. А мы со своей стороны делаем то, что нам по силам, молимся, если нам приходится как-то беседовать с нашими ближними. Мы должны свидетельствовать об истине христианства, каждый на своем пути, каждый на своем месте, по той мере, которую мы достигли. Поэтому мы сами должны совершенствоваться в познании истины Христовой, чтобы мы могли дать достойный ответ у прошавших нас людей. С праздником еще раз Наверное, слышали историю, такую притчу о отце, который собрал своих сыновей и попросил переломить веник с ветками, они не могли его переломить. Потом он им предложил разделить веник на кусочки, и они легко переломали. И тогда отец им говорит, перед смертью он собрал своих сыновей, отец им говорит, что вот вы, дорогие сыновья, вот будьте также вместе, вас вместе никто не сможет сломать, а по отдельности легко вы погибнете. И далеко не все знают, что это не сказка, а это действительно реальное историческое событие, которое имело место примерно 1300 лет назад. Этим отцом был хан Кубрат. Кубрат, который жил на территории Великой Булгарии. Где-то примерно за 300 лет до крещения Руси он был крещен. Факт его крещения подтверждается данными из его захоронения, которое было найдено в Полтавской области, и письменными византийскими источниками. Он был в отроческом возрасте крещен в граде Константинополя. И факт его крещения можно считать совершенно очевидным, установленным, потому что разные источники об этом говорят. И также по-видимому, его сыновья тоже были крещенными, и в частности, вот, у меня был так сказать, такой случай, я хотел найти могилу его сына Аспаруха, и знающего человека попросил в граде Запорожье, откуда мои предки происходят, я попросил показать мне место захоронения этого самого хана Аспаруха. И о нем мало что известно, не так много, но могила его была найдена в определенном месте. Меня туда отвели, показали, и я с удивлением обнаружил, что на месте его захоронения стоит храм, православная церковь. И очень удивился, мне это показалось чудом. Я спросил, а почему стоит храм? Это чистая случайность. Чистая случайность, потому что там было отделение МВД, что-то такое, и поставили церковь в память о милиционерах, погибших при исполнении служебных обязанностей. И таким образом, по благословению Божию на могиле Аспаруха оказалась стоящая православная церковь в память о воинах, погибших при исполнении служебных обязанностей. И мне показалось это таким знаком, тем более, что это вот такая гора, которую город так накрывает. И тоже нет точных свидетельств, но нет сомнений, что наверняка сам этот князь Курбат был не только крещен, но и, наверное, крестил своих сыновей. В этом можно не сомневаться, поскольку была такая практика. И об этом свидетельствует также найденная в могиле Аспаруха печать, которая была в форме креста. Это, конечно, свидетельствует, что он был христианин, потому
потому что печать, личная печать, это не просто украшение, не просто какой-то символ, а это княжеский знак, который обозначал имя, подпись, идентификацию человека. Что такие вещи в то время случайно не делались. И отсюда следует один очень важный вывод, который мы должны сделать, что за этих князей, которые были православными христианами, мы, конечно, можем молиться, как за крещенных людей молиться. Ну и поскольку имена крещения неизвестны, а может быть их и крестили их реальными именами, мы можем поминать их под их действительными именами, какими они вошли в историю. Тем более, что в Болгарии имя Кубрат является общепринятым, и детей крестят, и нет в этом... Да, в современной Болгарии именно Кубрат, поскольку хан Кубрат является праотцом, как князь Владимир для русских, также князь Кубрат является праотцом для болгар и для чувашского татарского народа. И, конечно, не следует забывать, что он был крещенным и как бы покровителем. И нет всякого сомнения, что еще до рождения Кирилла и Мефодия на территории молитва возносилась и на тюркском языке. В этом нет всякого сомнения, этому есть исторические доказательства. И было по соглашению предложено сегодня послужить литию, а упокоение открыто провозгласить имена этих предков. И тем более, что вот эта притча о сыновьях, конечно, является гимном народному единству. Все об этом знают. Поэтому давайте помолимся о поколении. Списочек уже подготовился. Впервые сейчас будет служиться панихида по православным ханам. Вот, я хотела сказать, что видели, что сюда приходят и крещенные татары, новокрещенные, и вот этнические крещенные. Вот, пожалуйста, что-то можете сказать по этому? Спасибо за вопрос. Сегодня у меня очень радостный день. Я впервые за долгое время имел счастье присутствовать на служениях, в котором проповедь шла на церковно-крашинском и старославянском языках. Для меня и натурального, и природного крашина это огромная радость. Я сожалел лишь о том, что такую же возможность не имеют мои родные и представители других крашин, поскольку я сам из северо-западной Башкирии, и там одна церковь приходится примерно на 4 района. Бакалинская крашина, так называемая. И служба, к сожалению, проходит только на русском языке. И тут вот такая сегодня приятная радость. Я очень благодарен вам за приглашение меня. Ну, это прекрасная практика, да, мы хотели сказать, что вот это... Огромное вам спасибо. И я буду и дальше стараться приходить. Господь Бог, учени души их, эти же праведнее упокояются. Милости Божия, Царство Небесное, оставление греховых, у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Подай, Господи, Господу помолимся. подай, ярлыка.
истинный Бог, наш молитвенный пречистая своей Матери, преподобный Гуностах, Отец наших всех святых своих, души от нас приставшихся раб своих, убиенных Ирина, Иерея, Даниила, Симеона, Саина, Василия, Саида, Кубрат, во дворе нас, порока Кубера, Альцека, Сартака, Фатимы, и всех поминаемых, всех усопших православных христиан, с праведной причтеты нас помилуй, так и благо человеколюбниц, во блаженном успении, вечный покой, подарок Господи, усопшим рабом Твоим, и сотвори вечную память. Тамир Садур, вот до этого был Анатолий Даде, он этнически крещен татарин, а вот, ну, так сказать, новокрещен, уже крещенный в сознательном возрасте, тоже вот посещает молебны на татарском языке, не церковно-славянском. Вот. Тоже хотели рассказать о том, что вы приходите, вам интересно уже каждый раз. Спасибо большое. Я был еще при отце Данииле, он меня тоже приглашал участвовать в молебнах и читать на татарском. Но действительно очень важно, чтобы люди могли молиться на православной молитве на своем родном языке. Потому что это как-то воодушевляет, оживляет, делает более свободным. Ну, вот, большое спасибо вам за приглашение и за эту молитву. Спасибо.